Добрый день, уважаемые зрители! В этом видео я хотела бы ответить на вопрос, для чего нужно изучать татарский язык. Перед тем, как начать изучать язык, нужно ответить на этот вопрос, для того, чтобы у вас была мотивация. Без мотивации изучать язык очень трудно. Вообще говоря, изучение языка – это само по себе нелегкий труд, нелегкое занятие. Если вы не имеете мотивацию, к тому же, вам будет очень сложно. Итак, ответьте на вопрос, для чего вам нужен татарский язык. Если вы ответите на этот вопрос, вы полдела уже сделали, можете считать так, потому что цель ваша будет зажигать, вам будет легче к нему идти. И лень, страхи, нежелание будут труднее вас одолевать. Я хотела бы свои предположения на этот счет вам сейчас высказать, используя весь опыт, который у меня есть. С какими вопросами ко мне подходили? Во-первых, это общаться с родственниками. Многие татары, являясь носителями языка, должны были бы вроде как и знать, но они не знают в силу каких-то обстоятельств. Либо смешанные браки, либо кто-то в семье не разговаривал. И вот им хотелось бы восстановить это право знать свой родной язык. Либо бывают такие ситуации, что девушки выходят замуж, даже русские девушки принимают ислам, выходят замуж за татаринов, и им нужно бывает уже знать язык для того, чтобы общаться с мужем и в последующем уже и с детьми, для того, чтобы и дети тоже знали. Также, зачем нужен татарский язык? Татарский язык нужен для общения с носителями языка. Если вы живете, к примеру, в Татарстане, где татарский язык является вторым государственным языком после русского языка, и если вы выходите, допустим, даже на улицу, куда-то или в театр, или в кино, то большинство жителей, около даже половины, знают татарский язык, они являются носителями татарского языка, они являются татарами, и с ними вы можете общаться на татарском языке. Следующее. Для чего изучают татарский язык? Для общения с коллегами. Если ваши коллеги или партнеры являются иностранцами, либо даже в пределах государства или за границей, допустим, в ту же самую Турцию, Башкирия или другие страны, то, зная татарский язык, вы сможете с ними найти общий так называемый язык, так как башкирский, турецкий, татарский языки, они являются похожими и отличаются чуть-чуть. То есть вы можете понять, о чем они говорят, они вас могут понять, о чем вы говорите. Вот. Что еще? Какая еще может быть цель? Для того, чтобы улучшить свои знания, для самосовершенствования и саморазвития. С помощью знания одного лишнего иностранного, то есть другого языка, кроме вашего родного или уже имеющегося одного иностранного языка, вы расширяете свой кругозор, вы становитесь богаче, вы становитесь интереснее при общении, у вас появляется возможность читать татарские книги, вы сможете читать татарского писателей и поэтов, в том числе великого поэта татарского народа Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля. В оригинале у вас появляется такая возможность читать все татарские произведения, их огромное количество, и они настолько богаты на метафоры, разные сравнения, что они сравнятся даже и с русским языком, с богатым, великим русским языком. Татарский ничуть не хуже.
в этом плане. У вас появится возможность читать татарские журналы, допустим, много татарских журналов, и Сабантуй есть, и Казан утлары, всякие газеты, журналы. Вы можете смотреть фильмы, общаться в интернете с татарами и так далее, тому подобное. То есть вы сможете, зная один язык, ну в нашем случае татарский язык, расширять свои языковые знания, получение информации из разных источников. У вас будет возможность уже оттуда и отсюда еще получить и на русском, и на татарском языке, допустим. Также следующее, если под перечисленные пункты ваша цель не подходит и вас, допустим, заставляет изучать татарский язык, например, в университете или в школе, для того, чтобы получить аттестат, вам нужно сдать татарский язык, ГИА, или основной государственный экзамен, как сейчас он называется, раньше был ГИА, государственная итоговая аттестация. И вам просто-напросто нужно это сдать для того, чтобы аттестат получить, но это тоже, конечно, является целью. Вы сами язык не хотите изучать, но вас заставляют, но по-другому немножко можно к этому подойти, что все равно вам нужно его выучить, более-менее азы, какие-то основы, и сдать этот экзамен. То есть это тоже является какой-то целью, мотивацией, это тоже движущая сила, которая заставляет взять в руки учебник и начинать учить. И следующий пункт, это пункт, я бы назвала ваш вариант, с какой целью вы изучаете татарский язык. У вас может быть другое, то, что я не назвала. Пожалуйста, назовите ваши цели, для чего вы изучаете язык, как вы изучаете язык, с кем вы изучаете язык, нравится ли вам это, как много времени вы этому посвящаете. Пишите в комментариях, мне интересно почитать. Всем желаю легкости в изучении языка татарского и всех других языков, которые вы хотите изучать. Всем хорошего настроения, спасибо за просмотры. Всем всего доброго, пишите в комментариях и до свидания.